Клянусь Аллахом, это очень пугающий хадис. Однако я должен его упомянуть, поскольку у нас есть молодые и взрослые братья, которые нуждаются в наставлении. Таубан, да будет доволен им Аллах, передает хадис от пророка, мир ему и благословение, в котором он говорит: «Я знаю людей из моей уммы, из числа мусульман, которые придут в судный день с благими деяниями размером с горы, светящимися и яркими. Однако Аллах превратит их деяния в рассеянный прах. Они рассеются, подобно шелухе от риса, когда на нее дует ветер. Все их благие дела исчезнут». Один сподвижник спросил: «О посланник Аллаха, опиши нам их, чтобы мы не совершали того, что совершали они». И посланник сказал: «Они из числа ваших братьев, из ваших племен, и они необычные мусульмане. Это люди, которые просыпались посередине ночи и молились так же, как и вы». Однако, в чем же была их проблема? Но стоило им остаться наедине с запретами Аллаха, как они нарушали их. Находясь в уединении, они совершали то, что Аллах запретил. Представьте себе мусульманина, который сидит один в своей комнате, и, находясь перед экраном ноутбука или смартфона, он совершает греховное, нарушая запреты, установленные Аллахом. Один поэт сказал прекрасные слова: «Мой Господь спросит меня: разве ты не стыдился ослушиваться меня? Ты скрывал свои грехи от творений, а ко мне приходил с грехами. Ты боялся и вздрагивал, когда кошка внезапно заходила в комнату. Однако ты не боялся, что на тебя смотрит Аллах. Послушайте, о мусульмане, если ваши грехи в уединении происходят из-за вашей слабости или из-за того, что вы срываетесь, то это не дерзость в отношении Аллаха и Его запретов. Это будет обычный грех. Однако, если вы грешите, осознавая, что ваш Господь наблюдает за вами, и при этом вам все равно, и вы продолжаете грешить, тогда это уже дерзость по отношению к Аллаху, Господу Величия, и Аллах сотрет ваши деяния. Поэтому, мои дорогие братья, подобно нашим праведным предшественникам, заботьтесь не только о совершении благих деяний, и пусть Аллах поможет нам совершать как можно больше благих дел, но и о том, чтобы эти благодеяния были приняты Аллахом, велик Он и возвышен. И да примет Аллах, Господь Величия, мои и ваши благие дела.